это не имеет никакого уже значения, потому что поправки в действительности уже утверждены и вступили, в общем, в силу. Это чисто такая пиаровская политическая акция путинская. Ему нужно получить такое как бы формальное, или вернее, скорее даже кодифицированное или инсценированное одобрение от народа, да, на свои действия. То есть ему это нужно для того, чтобы потом постоянно подчеркивать, что его, что называется, на царство в очередной раз призвал народ, который позволил ему обнулить свои сроки и, что называется, все по новой начать отсчитывать свои сроки своего президентства. Поэтому это вот такая пиаровская, личная пиаровская акция Путина, которая ему нужна для реализации вот своего плана пожизненного фактически правления. Ну, смотрите, если посмотреть на последний опрос Левада-центра, то рейтинг Путина упал до исторического минимума, до 25%. Но, может, все-таки уже народ начинает видеть это все, осознавать, и это как-то приведет к каким-то активным действиям внутри российского гражданского общества. Как вы думаете, возможно ли какие-то там противостояния уже, нет? Ну, во-первых, конечно, безусловно, рейтинг Путина падает в последние годы, и особенно быстро вот сейчас, в последние месяцы, где-то с начала пандемии. Безусловно, он очень сильно надоел значительной части общества, молодым людям, прежде всего, которые вообще всю жизнь при нем живут, что называется, и образованной части населения. Безусловно, да. С одной стороны. С другой стороны, пока его ни во что практическое это не выльется, я боюсь. Дело в том, что тот же этот референдум, во-первых, он будет фальсифицирован в любом случае, так как это выгодно и нужно властям. Во-вторых, есть огромное количество возможностей властей манипулировать людьми, манипулировать бюджетниками, манипулировать пенсионерами. И, соответственно, конечно, имея такие рычаги, ресурсы, они, конечно, добьются нужного им результата. Я в этом практически не сомневаюсь. То есть вы не думаете, что все-таки люди поднимутся и выйдут на какие-то массовые акции протеста? Да, на массовые акции люди не выйдут, потому что как бы от вот просто падения рейтинга Путина до того, чтобы люди вышли на акции против него, это огромная, что называется, дистанция, да, потому что люди, большинство людей, они политически пассивны. Если они раньше пассивно любили Путина, так сейчас они также его пассивно любят. Потому что выходить на улицы и подставлять свои головы, да, под дубинки ОМОНовцев, это нужно очень сильную заряженность, мотивацию, пассионарность. Известно, что ни в одной стране много людей, нет большого числа людей, которые готовы на такие подвиги. Тем более в России, где политическое поле вытаптывалось многие годы, с десятилетий.